Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире полчаса Регикогу с депутатом эстонского парламента Валерием Корбом. Здравствуйте. Валерий Николаевич, по традиции вам слово для рассказа о тех законопроектах, которые обсуждались в Регикогу в течение недели. Я хочу сказать, что на этой неделе не так много было этих вопросов, которые можно было, скажем так, в обсуждении. Но они достаточно долго обсуждались, потому что они, с одной стороны, касались и политической ситуации, а с другой стороны, касались такого экономического блока, потому что были вопросы, которые были связаны, скажем так, с обязательствами эстонского государства перед банками, и также были вопросы, связанные, скажем так, насущными внутренними вопросами по экономике. Это не что иное, как налоги по социальной защищенности, которые уже не один год, конечно, в любом государстве существуют, но тем не менее сейчас может быть поэтому. В понедельник достаточно много вопросов было, 7 вопросов по запросам депутатов. Они касались не что иное, как компенсации опять Курмасу Раинцеву, поскольку министр юстиции сейчас опять поднял тему компенсации того, что он подразумевает, повторяю, еще под вопросами оккупации все эти годы, начиная с 40-го года. Поэтому вопросы, которые он сам поднимал, и с другой стороны крайне левая консервативная партия как раз ему задавала вопросы, и он на них же и отвечал. Поэтому здесь какой-то тандем консервативной партии и сама эта республика. Затем вопросы, которые отвечали госпожа Урве Палу, 2 вопроса, то есть на деятельность. Главный вопрос, один из 2, которых касался, это не что иное, как и нашего ЕАЭС, это Аренгусих Тасутус, или целевое учреждение по развитию, достаточно большое, скажем так, команда. Сейчас пришел новый руководитель, поэтому госпоже Палу пришлось отвечать на эти вопросы. Затем было 2 вопроса министру госпоже Кадри Симпсон, и потом 2 вопроса было никому иному, как министру социальных дел госпоже Кая Ива. Это понедельник. Во вторник по повестке дня было 5 вопросов. Из этих вопросов один касался, сначала у нас было достаточно такое ритуальное, или я бы сказал, по закону требующее подтверждения, когда один из заместителей нашего канцлера права дает присягу. Это достаточно, скажем так, сначала длительная процедура прохождения всех фракций, потом выходит на трибуну парламента, принимает присягу, говорит 5-6 строчек текста и потом подписывает документ, которым он присягает на верность нашему государству. Поэтому Олари Коппель как раз эту процедуру прошел перед началом заседания. Затем были, я уже сказал, 5 вопросов. Первый вопрос, это касался непосредственно транспортного движения. И тут новые новшества, которые эстонское государство подравнивается под требования Евросоюза, поэтому здесь были сведения, нужны были вносятся в этот закон, вносятся поправки во втором чтении, не что иное, как это касается записывающей аппаратуры на большегрузных автомобилях. Мы же знаем, что есть так называемые, эти кружочки, вы видели, да, Игорь, наверное, это в виде диска и разной другой модификации. Но сколько машина прошла, сколько она стояла, было ли в отстойнике, какая скорость, это все записывается. И записывающая аппаратура, регламентирующая, собственно говоря, движение этого автомобильного транспорта, большегрузного автомобильного транспорта, тут есть некоторые изменения. Поэтому, кому это интересно, наверное, надо дождаться 3-го чтения и конкретно уже потом посмотреть, какие новые параграфы вводятся в этот документ. Следующий вопрос был, это регистр народонаселения. Здесь опять же идет вопрос
скажем, каждый человек, у каждого человека, наверное, в большинстве своем у нас есть место, где он прописан, несмотря на то, что сейчас закон позволяет иметь не один, скажем так, кров над головой. Вот раньше это было по нынешнему действующему законодательству достаточно было 30 дней, сейчас это предлагается 14. Но самое интересное, к этому регистру, где вы прописаны, регламентируют или ставятся новые условия для того, чтобы быть доступность, получить доступность вот этой информации, где и как человек находится, какие правила должны внесения быть. Поэтому здесь немножко уже для чиновников больше такие изменения, которые действительно о которых можно говорить. Дальше, вот я говорил об экономических вопросах, и как раз четвертый вопрос, это был не что иное, а расширение гарантий инвестиционному банку северных стран. То есть вот здесь расширяются обязательства эстонского государства, достаточно длительное обсуждение, поскольку министру финансов господину Свену Сестеру пришлось отвечать на много-много вопросов, потому что когда касается гарантий, то это всегда очень много любопытного, очень много вопросов возникает, что случится, если что-нибудь или как-нибудь. Поэтому этот вопрос достаточно тоже был интересным. Ну и вот пятый вопрос, он даже не получился во вторник до расширения, до обсуждения. Это вопрос не что иное, как я сразу скажу, что он был заблокирован сегодня партийными фракциями коалиции, поскольку эта свободная партия предлагала установить верхний предел социального налога. Но, казалось бы, очень интересная тема. По большому счету она в большей степени касается, конечно, людей, которые имеют хороший заработок, хороший доход на рабочем месте. Вот свободная партия считает, что вот если мы этот предел по социальному налогу установим, какой-то предел то это будет достаточно перспективное место. Эстония будет перспективное место для того, чтобы сюда приехали высокооплачиваемые, опять же, специалисты, и которые будут работать в нашем государстве за счет того, что им меньше надо будет платить налогов, чем вот в соседних государств. Но здесь другая немножечко тема. Эта тема не что иное, как отчисление. Отчисление, например, на будущее, потому что каждый из нас ведь через социальный налог, через налоги, которые он отчисляет государству практически по первой ступени, он же откладывает как бы на будущее, и получается, что очень завязано на пенсию. Вот мы между собой обсуждали, что вот этот вопрос как-то даже не обсуждается. Вот сегодня установим такой предел, но с другой стороны, те, кто высоко оплачиваемые, у них практически специальность или хорошая заработная плата, он платит налоги, он хочет получить, но с другой стороны, ведь еще вторая личная такая черта, жизни, это же ведь пенсионный фонд, который надо накапливать и который, по большому счету, работает на будущее этого человека. И больше того, ведь я читал некоторые материалы, которые сейчас конкретно по этому закону, предложению по этому закону, ведь люди об этом и пишут, о том, что дайте возможность получить и отложить на вот это свое будущее страхование по пенсионному. И ведь не по социальному налогу достаточно было вспомнить о том, что, например, предыдущая коалиция вообще хотела его из 33% уменьшить до 32,5%, потом 32%, то есть каждый процент это достаточно большая сумма, но ведь мы помним, что 20% у нас идет в пенсионный фонд и 13% на медицину. Но сегодня врачи четко пишут, последние материалы, например, в «Экспрессе» я читал, очень интересный материал, я советую, «Вести Экспресс», я советую почитать. В русском варианте он тоже, по-моему, на Дельфи где-то проходил, но в эстонском варианте, где хирург, который занимается как раз операциями на сердце, он очень крепко расписывает всю систему медицины. И если мы будем склоняться к тому, чтобы социальный налог еще уменьшать, то вот эти две больших сферы, пенсия и, собственно говоря, медицина, у нас останется далеко не в лучшем состоянии. Больше того, ведь сразу еще одну цифру скажу, что на медицину
у нас из всего бюджета уходит менее 5%, когда в наиболее развитых странах эта цифра в Германии, Франции 10-12%. Поэтому есть над чем подумать. И, естественно, здесь было такое единодушие сегодня коалиции, которая в экономике, в программных документах этой коалиции, которых совершенно не стоит вопрос об уменьшении социального налога, тем более устанавливать какой-то предел. Да, хочу сказать, что вот предлагали как раз по материалам, которые нам выдали, объяснительные записки, я прочитал о том, что каждый год предлагалось устанавливать этот, и вот на этот год предлагалось установить в размере 3432 евро, много или мало, это достаточно спорно, поэтому еще раз скажу сразу, что вопрос был отправлен на повторное, собственно говоря, остановлен на первом чтении, и дальше для того, чтобы Свободная партия могла бы начинать, она обязана начать процедуру вот этого вопроса снова. Будет она это делать или нет, это уже будет они решать. И тогда я хочу сказать, в четверг у нас был один документ, который обсуждался, но в среду еще был достаточно долго, который это вопрос не что иное, это вопрос как политики, криминальной политики, или точнее сказать, все, что связано с Министерством юстиции, с его работой. Вот у меня такой доклад нашего министра юстиции, это достаточно большой документ, то есть его сам доклад. Сначала обсуждался этот доклад, потом было масса вопросов, но я хочу сказать, что вот, может быть, одну цифру назову все-таки по всем темам. Это и темы криминального характера, это темы и, значит, детской. Сейчас очень вопрос стоит очень сильно, это то, что связано с детским насилием. Вопросы, и об этом говорил и президент, и не только с детским, а и с женским насилием, о том, что в семьях происходит не совсем. Это вопросы, связанные с потреблением наркотиков, это вождение в машин. Вот, к сожалению, такой констатация фактов происходит, это вождение машины в нетрезвом виде, и министр на это достаточно много говорил об этом, но вот я хочу сказать сейчас несколько цифр. Вот в прошлом году было зарегистрировано, значит, менее 29 тысяч, собственно, преступлений. Ну, в каком смысле преступления? На то, на которые заводится дело и которое попадает в расследование полиции и других силовых структур, поэтому вот менее 29 тысяч. Вот сейчас говорят о том, что, значит, в 2016 году, вот по сравнению с предыдущим 2015 годом, это число, значит, уменьшилось на 3589, или вот 11%. Вот по коррупции, опять же, что подразумевать, но тем не менее, вот коррупционные вопросы, которые рассматривать, это заведено было около 500 дел. Больше того, хочу, наверное, еще скажу вам некоторые цифры, которые связаны были как раз вот с вождением автомобиля в нетрезвом состоянии. В 2016 год было зарегистрировано, значит, 2837 случаев. Ну, если посчитаем, разделим на 365 дней, да, то мы получим, что практически около, наверное, десятка каждый день. Больше даже. Даже, наверное, больше, да, ну я так вот на скидку беру. Это что, но тем не менее, это все-таки на 8%, видите, все-таки действует, на 8% меньше, то есть около 300, значит, случаев по сравнению с 2015 годом. Ну, это очень большая тема. Нам не хватит получаса, я не хотел бы, может быть, в какой-то степени вот на эти вопросы останавливаться, но тем не менее это было очень долго обсуждаемо, и если кто-то хочет более детально посмотреть, то это все можно сделать в протоколах Реги КОГУ, выйти на страницу парламентского Реги КОГУ ЕЕ и посмотреть, почитать весь этот материал, кому это доступно, и там наверняка будет немножечко побольше цифр, чем вот я два порядка тут, 2 циферки только назвал, поэтому, наверное, самые главные вопросы, которые связаны с вот этой неделей. Ну и, конечно, вопрос, если честно сказать, еще материалы, которые
за пределами парламента, но они тоже касаются. Это, конечно, 100 дней нашего правительства, которое непосредственно вот уже сегодня отчитывался. Я сейчас, где-то у меня, подождите одну минутку, я сейчас найду эти даже материалы, которые были, да, вот, они у меня с собой, как раз в моей папке. И здесь очень большой, опять же, перечень. Я хочу сказать, что это следует поговорить, наверное, более детально на каких-то, может быть, у нас больше будет времени, но тем не менее надо сказать, что вот в первых строчках, или строках, о которых мы говорим, это вот 100-дневное правительство включало 88 задач, и вот Юрий Ратас, премьер-министр, он как раз пишет об этих, делая отчет от правительства, подписанный документ, который... Вот из 88 задач, которые на 100 лет, он сразу говорит о том, что выполнено 70. Ну, то есть в той степени, в которой это большой. Это процент достаточно высокий. Ну, скажем, где-то 80%. Частично выполнено 7 задач. Не выполнено 11. Поэтому вот многие тут он начинает говорить, что пособие для многодетной семьи повышено до 300 евро. Значит, с 1 июля 2017 года семья с тремя детьми получит 500 евро в месяц. Ну, естественно, хорошая прибавка, если говорить об этом. Дальше можно говорить, утверждено повышение 2017 года минимальной заработной платы учителей до 1050 евро в месяц. Минимальный размер зарплаты учителей повысится в 2017 году в 2 этапа. С января минимальный размер зарплата составит 1000 евро, а в сентябре повысится до 1050. Ну, не все сразу. И так далее. Тут много вопросов, которые надо говорить конкретно. Я просто думаю, что даже вот 70 задач, которые выполнены, перечислить, наверное, Игорь, да, нам пару передач надо для того, чтобы мы могли бы. Тем не менее, об этом много пишут. Но вот все время будем, наверное, возвращаться хотя бы такой ориентир, который на чем работает правительство, потому что иногда мне кажется, что достаточно несправедливо. Я на этой неделе несколько материалов прочитал, скажем, люди пишут, или те, может быть, кому нравится предыдущее, наверное, все-таки правительство или предыдущий подписанный документ о сотрудничестве, пишут, ну что вы там за 100 дней успели сделать, за что вы тут перевернули, что наша жизнь лучше стала. Ну, я бы, может быть, сказал, что в этом отношении, если говорить по отношению к правительству, надо набраться немножечко терпения. И уверяю, что эти моменты, которые сегодня обсуждаются, поскольку я присутствую на обсуждении этих материалов, они далеко идущие. И я надеюсь, что вот мы действительно хотим, как по меню волшебной палочки, чтобы пришло бы сегодня, и даже не завтра, а сегодня, но мы же сами знаем, что так в жизни не бывает. Это хорошо, когда... Быстро происходит только ухудшение, а улучшение быстро никогда не происходит. Хорошо, когда мы можем читать сказки по щучьему велению, там, по моему хотению. В жизни так не бывает, поэтому я очень верю в то, что все, что сегодня задумано этим новым правительством, оно в какой-то мере подстегнет или даст какой-то импульс в жизни. Вот выезд, я вспоминаю выезд несколько недель назад в Иру, и когда мы встречались с бизнесменами, и когда вот они, правда, не высокого такого уровня, потому что, будем откровенны, то есть по количеству работающих людей у них больше такого связано сельского все-таки типа, но они говорят, что с удивлением, с приходом этого правительства, тогда еще 100 дней не было 90, да, скажем, дней, говорит, с приходом нового правительства какая-то, говорит, жизнь пошла, что каждый день ждешь что-то новое, которое будет. Да, новое будет. Да, новое будет. Вчера я посмотрел, например, документ на согласование по министерствам, который был разослан и который дает возможность, собственно, готовиться к увеличению, или точнее сказать, расширению прав местных самоуправлений, поскольку многие права, которые сегодня, или новые обязанности, старые обязанности, которые были возложены, например, на уездную управу, они просто передаются местным самоуправлениям. Я думаю, что это правильно, поскольку местные самоуправления сейчас укрупняются, количество специалистов, которые будет, скажем так, сосредоточены в одной точке управления, я имею в виду областную управу или городскую управу, оно даст возможность эти решать на местах. Тем более, многие функции, которые были возложены 25 лет назад на уездные управы, они сегодня уже в большей степени выполнены, и те вопросы, которые
которые им передаются местным самоуправлением, они вполне под силу, и они будут решать напрямую именно с теми организациями, которые это ведет. И мне кажется, что это правильный шаг, и это и есть, наверное, каждодневная новость, которая должна приводить к экономическим результатам конкретному человеку, проживающему на территории Эстонии. Вот так очень быстро, коротко по тем вопросам, которые мне бы хотелось сегодня сказать, Игорь. Спасибо. Вот мне бы хотелось такую тему поднять. Недавно, буквально на днях, мы все с удовольствием отпраздновали 8 марта, женский день, и в связи с этим вопрос. Наш канал русскоязычный, аудитория русскоязычная в основном, и для его зрителей женский день – это такой привычный праздник. Но так было не всегда. Лет 20 назад, так насколько я помню, где-то он, скажем так, не приветствовался у нас в стране. Особенно активно против него выступали такие правые националисты. Понятно, что это вот там из прошлого праздника и все такое, надо бы от него отказаться призывали. Но вот сейчас в Идавирума, по крайней мере, 8 марта вовсю отмечают и русскоязычные жители, и эстонцы. Для всех это праздник, это красивый весенний праздник без политики. Ну вот интересно, наверное, нашим зрителям будет, вы как депутат парламента видите не только Идавирума, а и Эстонию в целом. Вот на ваш взгляд, женский день для Эстонии в целом, это все-таки праздник, празднуют его или где-то его совсем уже нет? Но я думаю, что в нашей жизни есть праздники, которые сама жизнь поставила на место, да, и есть праздники, которые просто, скажем так, очередная партия, очередное соглашение между политиками, например, делают как праздник. Ну, вот мы помним же, например, там, День Конституции, да, ведь можно вспоминать сейчас, скажем, в тех государствах, ну вот я на своих там за 60 лет уже, наверное, помню там несколько конституций, которые можно было приводить как праздниками, да, и последний, наверное, помнится, 5 декабря был. Ну, потому что он был праздником, он ушел, да, но он в душе как-то не остается. А есть праздники, которые как-то в душе остаются достаточно долго и, наверное, идут с тобой не один десяток лет, поэтому этот праздник, если говорить о 8 марта, то это все равно был праздник, который связан, скажем так, с душой человека, и с моей тоже. Для меня праздник 8 марта, он начинался всегда, может быть, вот в начале своей жизни, это со слова «мама». Я всегда помню, что греха таить, помню ту маленькую открытку, которую я рисовал маме, там, пусть это была ромашка, пусть это был тюльпанчик, который, но я думаю, что каждый из нас вспомнит, наверное, то, что он хотел сделать, потому когда 8 марта наступало, я всегда там утром на цыпочках пытался там подойти к маме, может быть, еще спящей, даже рано надо было вставать, или там на стол положить, в спальню зайти и положить на стол, но всегда поздравить. Он в душе. Поэтому 8 марта, когда пыталась, мне было дико несколько смотреть, когда такие известные некоторые люди говорят, для меня 8 марта это, в принципе, это праздник коммунистов, это праздник, который нельзя праздновать, и вплоть до того, что там даже наказания было какие-то существовали, такие негласные, может быть, не в открытую, но все равно какая-то была постановка вопроса, что там надо все это втихаря. Я думаю, что жизнь пробила и пробивает этот праздник, душевный праздник, когда нам приятно поздравить маму, поздравить сестру, поздравить жену, поздравить бабушку, поздравить бабушек, поздравить всех, кто вокруг, с кем работаешь, ведь это же действительно праздник, и было очень приятно смотреть, например, на то, что когда даже в парламенте мы уже не один год, причем это делаем в открытую, утром покупая цветы, например, мы всему парламенту, женщины, которые с нами вместе работают, прямо у каждого свое задание, например, от фракции. В парламенте поздравляют? Прямо в парламенте, да. Центристы праздник делают, я хочу сказать, центристы делают это каждый год. Это вроде как незаметно, всегда снимают больше, может, вопросы, когда там сидят, скажем так, в неудобной позе депутат там или что-то задумался, там некоторые снимки делают. А вот почему-то вот эти снимки я очень редко вижу, например, да, от журналистов. Я тоже где-то когда прямо в парламенте, да, мы делаем это в открытую. Во-первых, женщины, которые с нами работают во фракции, это само собой естественно. В этот раз мы немножко
немножко даже изменили. Там раньше были конфеты, чай пить, а сейчас торт заказали, пришли с поздравлением. Женщины, мы вас поздравляем и благодарим за совместную работу. В парламенте там у каждого, например, есть маленькое там такое мини-задание, вот тебе этот ряд, ты пройдешь, вот тебе цветы, ты иди пройди в этот ряд 3-5 человек, с кем женщинам там работаешь, или те, кто обслуживает работу парламента, потому что приятно делать. Больше того, сегодня в этот, я смотрю, что, например, при входе, собственно говоря, в парламент, вице-спикер, например, стоял с цветами, там дарил, поздравлял. Ну, что ж, народный праздник. Мне кажется, что Иванов день, что в душе у каждого наверняка тоже помнит костер, который сжигался, что 8 марта с открыткой. Ну, я думаю, что он был, есть и останется. И никакая политическая сила, и никакое политическое сообщество, я думаю, что уничтожить праздник, наверное, в душе человека не способен. И слава богу, что такой праздник есть. Так что, женщины, с прошедшим вас 8 марта, всего хорошего для вас и для тех, кто окружает вашу семью и кто вместе с вами идет по жизни. Так что здоровья, счастья, благополучия еще раз, хотя уже праздник вроде зашел, но будем думать о том, что это уже праздник 2018 года наступает. Ну, конечно, можно уже ждать, верно. Хорошо, значит, праздник живет везде. Вот следующий вопрос. В Эстонии, в частности в Костла-Järve, недавно побывала большая группа руководителей фирм и специалистов из Петербурга и Ленинградской области, работающих в сфере сбора и утилизации отходов. Они были на наших предприятиях по обработке отходов, встречались с руководством Костла-Järve и были в Таллине, и были в Риге-Когу. И не секрет, что вы довольно плотно работали с этой российской группой специалистов, много с ними общались. И судя по программе пребывания, делегация была весьма высокого уровня. Причем понятно, что это был не только такой технический обмен опытом инженерами, там, какие у вас линии сортировки, какие мусоровозы и так далее. Более высокие проблемы тоже обсуждались, более высокого уровня. Вот, Валерий Ильич, хотелось бы услышать ваш комментарий по поводу приезда этой делегации. Ну, эта подготовка к этому идет не сейчас. Вот они приехали, такие большие достаточно делегации, процесс достаточно долгий. Просто в прошлом году, будучи уже в руководстве, скажем, не с губернатором, а с заместителями и с руководством городов, Кингисеппа, с руководством городов Сланцы, где и Ленинградской области, вот предприятиями, которые именно мы обсуждали уже вопрос вот о возможности такого посещения, и действительно 20 человек – это достаточно большая делегация, и вы действительно, Игорь, правы в том, что это были люди, которые непосредственно занимаются в районах, на местах по Ленинградской области, вот именно утилизацией бытовых отходов. Поэтому достаточно серьезно я к этому относился, и первый день был посвящен после того, как они пересекли границу, немножко отдохнули, вечером приехали, в следующий день была поездка в Таллин, мы были на станции Иру, потому что это сегодня передовое предприятие, которое показывает о том, что можно сделать с бытовыми отходами. В большей степени бытовые отходы на территории, так что предельной, да, с нашим государством, будем говорить так, в Псковской области и в Ленинградской, я думаю, что и в Новгородской области, которые, и поскольку рядом стоит Санкт-Петербург с огромным масштабами своей утилизации бытовых отходов, они, в принципе, все отходы, в принципе, складируются на полигонах бытовых отходов. У нас сегодня действующая система очень хорошо, на мой взгляд, поставлена, поскольку я бы сам не поверил, что, например, еще 20 лет в Эстонии существовало более 160 свалок. Сегодня осталось 4, и то, причем это свалки, которые, будем откровенны, в такой полусвалочной работе, потому как в большой степени это многие материалы, которые сортируются, которые везут на свалку, которые мы привыкли вывозить, скажем так, перевозить или утилизировать через те фирмы, которые убирают у нас мусор из контейнера, они ведь по большей степени сортируются, и часть из этих даже не сортированная, она вот как раз сжигается, например, на станции Иру, и достаточно большой процент вот этого тепла, который город получает, там две точки, которые занимаются теплом, это не что иное города Таллина, это не что иное, как вот через эту трубу, которую часто мы проезжаем, видим достаточно белый дымок, потому что очень высокого качества стоят фильтры там наверху и так далее. Вот с этим надо все было познакомиться,
познакомиться, надо показать было реально, например. Вот это идет. Нас очень принимал член правления «Эсти Энергия», который как раз за это курирует. Нам очень была интересная экскурсия, которую мы посмотрели вот на станции ИРУ. Затем мы посмотрели законодательную базу. Я пригласил, договорился о том, чтобы председатель нашей комиссии, господин Вакра, их принял. Это было достаточно 30-40 минут, достаточно интересная, опять же, беседа, что делает государство и в каком направлении. Председатель сделал маленький доклад и ответил на вопросы. И это была вторая часть, это мы уже посмотрели непосредственно, что же происходит на Таллинской свалке. То есть она не называется свалка, она и как раз центр по переработке бытовых отходов, но тем не менее очень большого мегаполиса, как Таллин, 400 тысяч человек живет. И, конечно, интересно, в следующий день был обмен мнений, то, что как происходит, скажем, не только в столице, но и здесь, на месте. Посетили и Уйкалу, посетили городскую управу, где ответили буквально на все вопросы, и очень много таких совместных проектов, которые возможны по именно этому направлению. Я почему хотел, очень так долго говорю, нету границы в экологии, нету границы между, скажем так, с одной стороны речки все хорошо, с другой стороны плохо. Нет, экология должна быть, и распространение вот этих требований к экологическим вопросам, она не имеет границ. Я неоднократно об этом говорил и буду повторять, потому что воздух, вода, которую это делают, это все это среда обитания человека. И вот первый большой вопрос, может быть, мы несколько уделили мало этому внимания, хотя об этом говорили, например, о совместном сотрудничестве, это, например, и Давидовская центральная больница, и именно, значит, больница в Сланцах, поскольку она все-таки руководство Ленинградской области, больницы переведены под руководство области, например, был осуществлен большой проект, вот руководила с нашей стороны никто иной, как Елена Николаевна Дульнева, вместе с Недовируемской центральной больницей в этом проекте участвовали, мы создали центр по переработке медицинских отходов. Ведь это очень большая тема. Например, во многих, или, скажем так, вспоминая времена, когда, например, а куда утилизировать, например, все, что, скажем так, после операции остается, с другой стороны, вот все, что связано с операционным, это неприятно может быть для человека просто, который никогда не устраивался, а с другой стороны, это ведь большая тема. Если это сжигается, то это попадает в воздух. Если это вбрасывается в землю в виде черных мешков, то это попадает в воду и так далее. Поэтому очень интересная поездка была, очень интересно многие контакты, которые люди приезжались, мы приглашали их, сказали, что если вы хотите, то есть были представители вот этого всего, если вы хотите приехать еще посмотреть, мы всегда рады вам показать, потому что нам надо над этим работать, и я думаю, что это будет все равно иметь продолжение, поскольку не только ведь сфера затрагивала, поскольку были руководители, не только сфера затрагивала бытового и утилизации бытового мусора и отходов, но и, скажем так, устройство ведь экономических отношений. Были интереснейшие темы, когда, собственно, были специалистами городской управы показана, например, система создания технопарков. Ведь не секрет от того, что Нарва, теперь Ихви, Кохла-Ярви, Кивыли, это будет не что иное, большие промплощадки, мы хотим, чтобы они сегодня уже работали. Так быстро не бывает. Я думаю, что если политическое регулирование между вопросами и государствами пройдет, это будет прорыв плотины, когда многие, которые работают на той стороне реки Наровы, они захотят сделать свой бизнес, создать и связать свой бизнес, работая там, связать бизнес здесь, где будут готовые площадки по в общем-то, экономическому сотрудничеству. И я думаю, что это далеко идущие шаги. Но, к сожалению, еще раз повторяю, время не так быстро, или желания не так быстро осуществляются, как нам бы хотелось. Но, тем не менее, вот такая работа была. Я очень рад, что вот этот проект удался. Спасибо, Валерий Николаевич. Уважаемые телезрители, часы показывают, что время нашей передачи сегодняшней истекло. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч. Всего хорошего, до свидания.